Дорогие друзья, уважаемые зрители, радиослушатели, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссеры Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. Говорить мы ближайшие 40 минут будем на такую тему. Кубок главы республики по шахматам, который пройдет в нашем городе, в Якутске, с 22 января по 1 февраля. И проходить он будет второй раз в столице нашей республики. А в нашей студии сегодня люди, которые причастны к этому мероприятию, значимому мероприятию, и я рада их представить. Владимир Егоров, президент Федерации шахмат Республики Саха-Якутия, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Якутии. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Масорин, ветеран шахматного спорта, кандидат в мастера спорта по шахматам. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И это не полный ваш статус профессиональный. Вы еще являетесь? Но я являюсь автором, изобретателем народного троеборья интеллектуальных настольных игр «Садоба». Это троеборье, которое объединяет в одну игру шахматы, шашки и карточные игры «Барс». Очень интересно, об этом, наверное, еще поговорим в процессе эфира. Хотела начать я с того, что мы нередко нашу жизнь сравниваем с шахматами, шахматной доской. Ход конем, вот это вот употребимо, да, но тем не менее играть в шахматы могут далеко не все люди, а играть хорошо вообще, наверное, немногие люди. Это связано с тем, что этот вид спорта все-таки требует от участников высокого интеллекта? Ну, я думаю, нужно много качеств для того, чтобы успешно играть в шахматы. Не только интеллект, но и развитое воображение, концентрацию внимания, память. Все это нужно для того, чтобы добиваться высоких спортивных результатов. А для того, чтобы получать удовольствие от игры, на самом деле ничего этого особенно не нужно. Любой желающий может поиграть в шахматы, и это принесет ему и удовольствие, и пользу. Ну, как раз-таки, наверное, за этими эмоциями едут в нашу Якутию, в нашу республику, в наш город участники второго кубка главы республики. И основная цель все-таки, наверное, звучит как-то иначе. Ну, на самом деле, вот это мероприятие, оно такое достаточно уникальное для нашей республики. Это очень значимый турнир, который является этапом Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Классические шахматы – это шахматы с таким достаточно длительным контролем. Получается, что шахматисты, как правило, в среднем часа 4 проводят за одной партией. Ну и, естественно, приезжает к нам не только за эмоциями, но и за спортивными результатами. Потому что этот этап один из 15 по зачетным очкам, на которых можно попадать в финал Кубка России и бороться за этот престижный трофей. Приезжают мужчины бороться. Это больше все-таки мужской вид спорта? Ну, можно сказать, что, как и многие виды спорта, на самом деле он и мужской, и женский, так, но превалируют мужчины. И вот в виде спорта шахматы тоже есть раздельные зачеты среди мужчин и среди женщин. Вот, но при этом есть особенность, что в таких видах спорта, как шахматы, женщины могут играть в мужских турнирах. И поэтому вот и в этом турнире будет немало женщин, в том числе и будут у нас 2 гроссмейстера. В прошлом году приезжали 50 участников на кубок, а в этом году сколько участников вы ждете, и, может быть, кого-то конкретно вы назовете? Да, в прошлом году у нас было ровно 50 участников при температуре минус 50 градусов. У нас вот такой был представительный турнир с участием 5 международных гроссмейстеров. В этом году интерес к нашему турниру еще больше, и заявляются не только вот те гроссмейстеры, которых мы индивидуально приглашаем, но и есть еще участники, которые приезжают самостоятельно. И, соответственно, у нас уже как минимум 6 гроссмейстеров будет. Среди них есть достаточно титулованные, скажем, обладатели Кубка России прошлого года, то есть действующие обладатели Кубка России,
будет у нас Алексей Продорожный, международный гроссмейстер, тоже участвовать. Так? И также у нас будет участвовать, получается, в мужском турнире такая женщина, и очень известная в шахматном мире, действующая чемпионка России и обладательница Кубка России, опять же, прошлого года, Байра Каванова. Вот. И, кроме того, у нас будет неоднократная чемпионка мира среди сеньоров, то есть среди, получается, лиц такой определенной возрастной категории, старшей, Галина Струтинская, тоже международный гроссмейстер. Я говорю многократный, потому что она 4 раза была чемпионкой мира в личном зачете, а вот в командном зачете она уже сбилась со счета, раз 6 она была. Вот. Также у нас будут очень известные мужские гроссмейстеры, и Дмитрий Кокарев. У него, кстати, и ребенок занимается шахматами, является чемпионом Европы до 8 лет. Он известный шахматный тренер. И также Дмитрий Крякин, международный гроссмейстер тоже, да, он известный шахматный обозреватель. Вот, и тренер тоже, да. Вот. И также среди этих гроссмейстеров шестерки у нас есть, можно сказать, наши уже, то есть тренер, первый бурятский гроссмейстер Антон Шамоев, который занимается с нашими детьми уже больше года, занимается с нашей сборной. Вот. И также уже самостоятельно проявил интерес один молодой, очень перспективный шахматист, который стал буквально недавно чемпионом мира среди юношей до 18 лет. Он уже без 5 минут гроссмейстер, ему буквально осталось выполнить один гроссмейстерский балл, и тогда он станет гроссмейстером. Вы называете такие известные имена, да, в вашем мире, в мире шахматного спорта. У вас у самого наверняка есть соблазн с кем-то из них сыграть. Вы знаете, всегда приятно встретиться с шахматной доской и сильным соперником. Вот. И поэтому среди наших шахматистов тоже есть, конечно, у которых, как говорится, сейчас уже, как говорят, чешутся руки, да, или как-то испытать свои силы с гроссмейстером. Вот. Но я, на самом деле, в этом турнире как организатор выступаю, являюсь директором турнира. В нашей федерации, Международной федерации ФИДа, есть такая специальная должность для каждого турнира – директор турнира. Поэтому я президент федерации, но занимаюсь организацией этого турнира как директор. Дмитрий, у вас телефон, нужно отключить звук. Давайте продолжим. Мы, может быть, немножко расскажем о том, как этот турнир проходил в прошлом году. И там были участники, которые захотели, вы не зря сейчас сказали снова про наши климатические условия, были участники, которые захотели соревноваться на морозе. Да, зачем им это нужно? Да, вы знаете, у нас такой уникальный этап Кубка. Он выделяется среди всех тем, что у нас суровые климатические условия, и нам выделили время самое такое морозное. Да? Дело в том, что уже среди остальных этапов есть много таких турниров, которые много лет проводятся в одно и то же время, и нам нашлось только это окошко. Да? И, соответственно... Но можно было не выходить на улицу. Да, и смотрите, и многим интересно как раз-таки приехать и посмотреть, и ощутить себя в таких климатических условиях. И как раз-таки экстремалы вы видите на кадрах, да, это, значит, это старший тренер сборной страны Михаил Робертович Кабалия и его ученик, самый юный гроссмейстер России Володар Мурзин. Они, кстати, 2 и 3 место заняли в прошлом турнире. И они решились выйти на мороз, на площади Ленина, играли блиц-турнир в минус 52 градуса. И составили заявку, отправили в соответствующий комитет для того, чтобы зафиксировать рекорд. Наверное, они планировали так сделать, и погода им благоволила. Да. Дмитрий, как вы считаете, насколько интересен этот вид спорта? Вы как участник непосредственный игр шахматных, насколько он популярен в нашей республике? Шахматы у нас республика очень почитаемый вид спорта, я считаю. Еще на заре становления был период, когда простые люди повально увлекались шахматами. Я, например, родом из
села Черкёк Татинского улуса. Там в те времена почти все мужское население играло в шахматы. И слава богу. Но это было раньше. Сейчас немножко по-другому. Но сейчас и больше выбора. Да. Да, конечно, со старыми временами не сравнить, но вот сейчас, именно вот в последние годы, да, есть интерес к шахматам, ну, вот, всплеск, можно сказать, интереса. Ну, во-первых, с известным фильмом «Ход королевы» он связан, да, это в мире тенденция, да. Ну, и также вот у нас тоже вот есть молодежь, которая никогда не играла в шахматы. Я имею в виду молодежь вот уже такого трудоспособного возраста, да. И они вот сейчас собираются и как бы где-то там устраивают свои такие турнирчики для любителей, скажем так. Ну вот, кстати, фильм этот «Ход королевы», там очень четко показано, насколько это должен быть талант. То есть ты внутри должен как-то быть так устроен, что ты внутри шахматист, что ты вот так видишь эти комбинации, да, то есть ты все это можешь выстраивать у себя в голове. Это же настоящий дар. Не каждый же человек так может. Ну, на самом деле это развивается. Развивается? Да, любой, значит, вот вид деятельности, он на самом деле можно сказать, в нем совершенствоваться, в том числе и вот в этом, да. Вот, и у нас вот второе направление деятельности Федерации связано не только со спортом, да, но и с образовательным направлением. И мы вот пропагандируем шахматы как инструмент развития интеллекта. И чтобы в школах шахматы преподавались, так, и развивалась так называемая способность действовать в уме. Это уже психологами доказанная теория о том, что вот через шахматы можно развивать вот такую способность действовать в уме. И мероприятия наверняка будут какие-то для тех, кто заинтересован в том, чтобы развить в себе такие способности, как раз-таки во время этого турнира, да? Ну, во время турнира будет много дополнительных мероприятий, да, там будет и блиц-турнир для всех любителей. Вот если в этот Кубок Головы есть ограничения по рейтингу, вот, не все могут попасть любители, да, а вот все-таки серьезный турнир. А вот такие сопутствующие мероприятия, блиц-турнир, турнир по быстрым шахматам с укороченным контролем, туда могут попасть все любители, так, поиграть. А есть еще у нас и тренерский семинар будет, состоящий из различных мастер-классов, которые дадут нам как раз вот приезжие гроссмейстеры, они все в основном еще являются тренерами хорошими. Вот. Ну и у нас будет еще также судейский семинар. Вот. Поэтому программа такая у нас интересная. Да, сеансы одновременной игры. То есть те любители, которые, ну, как правило, не находят времени там играть в турнирах и так далее, могут прийти поиграть с гроссмейстерами. Очень интересно, да, для тех, кому эта тема близка. Проходить кубок будет на территории Национального художественного музея с 22 января по 1 февраля. Да, это получается весь турнир, он еще охватывает, получается, день приезда, день отъезда, 22 января и 1 февраля. А сами турнирные дни, они будут с 23-го, то есть со вторника, следующего вторника можно приходить в Национальный художественный музей. В вечернее время, там с 16 начинаются партии, и, соответственно, партия длится, ну, часа 4 до 8, и можно и после работы заглянуть. Заглянуть, да, интересно все-таки, да. Да, ну и будет трансляция. У нас будет трансляция, значит, во-первых, на специализированных шахматных сайтах будет транслироваться ход на 5 досках первых, так, то есть имеется возможность следить за ходом игры. Вот. И также будут у нас и видео. Видео, значит, ну, по всему залу можно будет посмотреть, как происходит вообще весь турнир. И какую-то дополнительную информацию те, кому это интересно, могут получить, зайдя на ваш сайт. Да. Можно просто набрать в поисковике. Да, Кубок главы Республики Саха-Якутия по шахматам. И сразу выйдет этот сайт, ну, kapsakhaches.ru. Дмитрий, про эпохи становления мы вас прервали немножко. Шахмат этого вида спорта в нашей республике. Да, шахматы у нас в республике являются одним из старейших видов спорта, которые культивировались здесь. Еще с половины 20-х годов прошлого столетия
здесь образовались первые секции по шахматам. Первый чемпионат города Якутска был проведен в 1934 году. Первая спартакиада была проведена профсоюзом в 1936 году. А первый официальный чемпионат республики был проведен в 1937 году. По количеству чемпионатов республики мы опережаем до чемпионата Российской Федерации. Так, но развитие шахмата шло не так быстро и не всегда гладко, да. Были периоды, когда шахматы как бы исчезались. Вот, например, после 26 года по 34 год вообще никакой публикации мы особо не находим. Вот такие периоды бывали. Буквально до конца 30-х годов шахматы носили, в общем, любительский характер. И только после того, когда Федор Петрович Ефимов, он был работником якутской типографии, работал в Москве с 1936 по 1939 год. В это время он жил в шахматах, видимо, очень много там повидал, узнал, играл, занимался. И по приезду в Якутск он принес с собой очень много информации, советов, инструкций. Короче, культуру шахматную он поднял на значительно высокий уровень. С тех пор можно сказать, что шахматы обрели, перешли спортивный статус. Потом... Говорите. Ага. Но в годы войны была немножко затишье. С 41-44 года чемпионаты не проводились, а с 45 года уже были возобновлены соревнования. Самым успешным периодом шахмат Якутии, я называю золотым веком шахмат, был период с начала 50-х годов и почти до 70-х годов, когда наши шахматисты, наверное, первым даже в республике пробивали путь в мир большого спорта за пределами республики. Очень большие успехи у них были, особенно вот сельские шахматисты, они выигрывали всегда зоны Дальнего Востока, причем даже в расширенном составе до зоны Дальнего Востока, Восточной Сибири и даже Урала. Они выигрывали и становились победителями первенства РСФСР. Двое участников у нас входили в состав сборной команды РСФСР и принимали участие во всесоюзных соревнованиях сельских шахматистов по линии ДСУ «Урожай» и становились чемпионами Союза в командном зачете. Это Михаил Куприянович Афанасьев и его сестра Анна Афанасьева. Таких примеров можно привести еще много. А вы сами как пришли в этот спорт? У вас с чего все началось, ваш интерес? Так, я научился играть в шахматы с 7 лет. Отец привез шахматы откуда-то, и они с друзьями играли. Нас особо не учили, как ходить. А мы, глядя, как они играли, с братом сами научились играть и стали играть с ребятишками, соседями. Я помню свою первую партию в школе. Это было первый день учебы после новогодних каникул, когда один одноклассник продолжил играть в шахматы. Он привез с собой шахматы, доску и самодельные фигурки. И мы играли. Я тогда уже знал, как поставить мат, детский, дурацкий мат. Короче, хожу Е4, он Е5, я ферзь F3, он конь С6, я слон С4, а он пошел конь H6. А я побил на F7, ферзем и объявляю мат, шах и мат. А он сидел, а потом побил моего ферзя.
Это был шок. С таким удовольствием вы об этом рассказываете. Видно, что у вас до сих пор вот этот вот детский интерес как будто бы не угас. И отличной вам игры вот на предстоящем кубке. Я думаю, что вы получите огромное удовольствие, видя, как вам все это нравится. Дорогие друзья, мы буквально на короткие 4 минуты сейчас уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Оставайтесь, продолжим говорить про интеллект. Якутск – столица вечной мерзлоты. Самый холодный город мира. С 22 января по 1 февраля. Национальный художественный музей. Приглашаем на этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Кубок главы Республики Саха-Якутия. Следите за трансляциями и дневниками на сайте kap.sahaches.ru. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир и говорим мы сегодня о мероприятии, которое пройдет с 22 января по 1 февраля в нашем городе, в Национальном художественном музее. Кубок главы Якутии по шахматам, соревнования среди мужчин, но среди них будут и женщины. Мы сейчас посмотрели замечательный ролик, такой очень энергичный, призы. Там мелькнули, что будут награждаться победители чаронами. Да. Что еще интересного? Да, у нас получается, что действительно уникальные кубки от компании «Камелек» будут якутские чароны. Так? И кроме того, у нас медали тоже необычные, с вкладками из драгоценных металлов, там золото в золотой медали, серебро в серебряной, вот, от фирмы, от компании «Керге». Вот. Ну и, соответственно, я бы хотел подчеркнуть, что вот у нас мероприятие проходит в Национальном художественном музее. Это, на самом деле, достаточно уникально для шахмат. Так? Хотя есть вот такой, как бы, даже специальный проект шахматы в музеях Российской Федерации, но обычно проходят суперфиналы страны, то есть соревнования самого высочайшего уровня страны проходят вот в таких музеях. И мы вот, проведя в прошлом году вот в Национальном художественном музее, можно сказать, ну, такой небольшой фурор в шахматном мире нашем произвели. И продолжили. Да, и вот сейчас продолжаем, да, то есть организация турнира у нас была оценена очень высоко, и фактически нас ставили в пример для организаторов других этапов. Но вы вообще блеснули, кроме того, что это Национальный художественный музей, это еще и была возможность для тех, кто приехал на холоде, на морозе, сыграть партию и подать потом свои достижения в Книгу рекордов Гиннесса. Мы об этом говорили в первом блоке. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии люди, которые знают про мир шахмат абсолютно все. Напомню, Владимир Егоров, президент Федерации шахмат Республики Саха-Якутия, и Дмитрий Масорин, ветеран шахматного спорта. Не все регалии ваши называю, чтобы сильно не утомлять наших слушателей и зрителей, а побольше поговорить о самом турнире, который вот предстоит совсем скоро. Может быть, еще есть какие-то дополнения о том, чтобы привлечь внимание наших слушателей и зрителей и, возможно, пробудить у кого-то интерес к этому виду спорта. Ну, как я уже говорил, обширная дополнительная программа Кубка, да, в которой может участвовать каждый. А также можно приходить и свободно посещать партии. Вот, а кто не сможет посетить, может посмотреть видеотрансляции на сайте, значит, ну, вот, специализированный сайт, значит, шахматный. Ну, вот, о нем будет на нашем сайте информация, и видеотрансляции будут на сайте нашего управления по физической культуре и массовому спорту. С 4 до 8 часов. И, возможно, родители, которые хотят своего ребенка отдать в этот вид спорта, для вас это хорошая возможность показать ему, сразу вот начать с таких глобальных соревнований, потому что вот как раз в первом блоке Дмитрий делился о том, как он пришел в этот вид спорта. Оказывается, случайно абсолютно, видя, как родители играют в шахматы, увлекся ребенок и вот пошел и дошел до мастера спорта по шахматам. Это очень круто. А, Владимир, а как ваш путь в этот мир спорта шахматный начался, с чего? На самом деле для меня шахматы
наверное, лет до 26 не были видом спорта, поскольку я просто любил играть в шахматы, но никогда никакие кружки не посещал. Вот, я увидел, как играют взрослые, значит, когда мне было лет 6, и я попал в больницу, вот, и там, собственно говоря, вот взрослые играли в шахматы, и там было два интересных занятия для меня. Одно, получается, я учил одного мальчика якутскому языку, вот, а второе было то, что я учился играть в шахматы. Вот. Ну и потом дальше уже там играл с отцом, с друзьями отца, со всеми, кто мне попадался, как говорится, под руку, да. Какой баланс? Да. Вы учили и вас учили, да? Да. И потом вот в школе, вот, собственно говоря, действительно вот эти советские времена, многие очень умели играть в шахматы, и мы там на переменках устраивали разные баталии. То есть был такой некий тренд уметь это? Да. А что касается спортивной стороны, да, я столкнулся с этой стороной тогда, когда моя старшая дочь начала играть в шахматы, попала уже, значит, в кружок, где, в общем-то, был воспитан чемпион мира до 10 лет. Вот в то время как раз он стал чемпионом мира до 10 лет, мальчик, да, под руководством этого тренера. И для нас это было очень так, значит, знаково. И помню, что, в общем-то, увлеченно дочка тоже занималась, тогда она стала там чемпионкой Санкт-Петербурга. Она, наверное, тоже посмотрела, как вы играете, и увлеклась. Тут скорее не совсем так, просто я привел ее тогда, вот, ей было 6 лет, привел вот этот кружок, и она, там ее уже тренер увлек, как говорится, всей этой игрой. Вот, потом у нее она стала и чемпионкой Дети Азии и так далее, в общем, были разные. Вот. И потом с младшими дочерьми тоже мы довольно так в этом спорте поварились, можно так сказать. Смотрите, тогда, получается, шахматистами не рождаются, да, и вот тут упомянутый фильм «Ход королевы», да, там тоже же девочку научила, она случайно, да, просто чтобы отвлечься от такой не очень хорошей серой обстановки, она стала к этим шахматам приходить, и эти способности стали развиваться. Тогда, смотрите, это вообще уникальная возможность, вот это проведение этого мероприятия, Кубка главы республики, для того, чтобы кому-то привести своего ребенка в этот мир спорта. Вот если так увлекательно смотреть, и ты хочешь потом в этом поучаствовать за этой игрой. Насколько власти поддерживают этот вид спорта в нашей республике, в нашем городе? То, что проводится Кубок главы, это показывает, что власти именно что как бы оказывают серьезную поддержку. Не по всем видам спорта проводится Кубок главы республики. Вот. И мы надеемся на то, что такая поддержка, она у нас и будет еще укрепляться, да. Мы бы хотели развивать этот вид спорта, иметь достижения. У нас на сегодня пока нет своих гроссмейстеров, да. И тут, конечно, очень важна такая системная работа и федерация вместе с Министерством спорта, другими властями. Почему их нет? Почему их нет? Дело в том, что у нас такой хорошей тренерской школы нет, да. У нас буквально за все это время 3 человека получили, за всю историю, скажем, развития шахмат, у нас 3 человека получили специализированное шахматное образование, из которых, к сожалению, Тускул Даланович недавно, значит, ушел из жизни. Вот. А есть Роман Владимирович Ганжуров, сейчас старший тренер сборной, который сейчас активно, значит, у нас в шахматах работает, да. И еще одна молодая девушка, которая вместе со своим мужем оказалась за пределами республики. Поэтому сейчас очень важно, на самом деле, обратить внимание на подготовку шахматных тренеров, и наладить эту систему подготовки и дальше повышение квалификации и работы шахматных тренеров. Есть к чему стремиться, поддержка действительно, да, одно уже название о чем говорит, и призы хорошие, но это, конечно же, не основные призы, да, все-таки основной приз – это то, что человек, который победит, он переходит к возможности участвовать на Кубке России. Да, он получает зачетные очки, которые потом дальше суммируются, и, значит, уже по количеству очков человек попадает в финал. Дмитрий, вы же один из участников, у вас есть такие планы, вы замахиваетесь на Кубок России? Играть, конечно, буду, но как получится, трудно сказать. Но в прошлом году я занял 3-е место в быстрой программе и был 2-м среди ветеранов. А какие-то приметы у вас есть? Суеверный вы человек, нет? Там бывает, что там... Достаточно суеверный, но... Не говорите, какие приметы, просто верите в них или нет? Пока я промолчу.
Но у вас есть, вы сказали, хорошие советы для того, как привлечь в этот спорт детей. Советы для родителей, стало быть. Да, я могу поделиться своим жизненным опытом, который показывает в какой-то мере о пользе шахмат. Вот, когда я учился в 5 классе, учитель математики Власов Гаврил Гаврилович однажды объявил, что организует кружок по математике и там собирает 10 учащихся из 2 параллельных классов. Он уже отобрал 9, назвал их и говорит, еще одного надо. И поднял меня, еще одного мальчика. Потом долго стоял и никак не мог определиться, кого вас включить. И сказал, да ладно, переходите оба. Ну, 3 часа мы пришли, он первым делом расставил спичечные палочки и задачки дал. И к своему удивлению, все эти задачи первым я решал. Потому что вы хорошо играли в шахматы уже. Ну, подождем. Не будем раскрывать интригу, да? Второй случай был, когда я учился в 10 классе. Учитель физики объявила, что отправляет 3 учеников в районную олимпиаду по физике. Назвала их фамилии, они все известные, хорошие ученики. Да и 4 меня включила. Да ты тоже иди, попробуй. И своему удивлению, я там занял 1 место по физике. И я потом понял, что основные баллы я получил, когда решал задачи по оптике. Когда луч света попадает в какую-то поверхность, отражается, преломляется туда, куда-то идет и так далее. Да? Это геометрия, пространственное воображение. И я подозреваю, что в этом виноваты шахматы. Вот это замечательный рассказ, да, который должен сподвигнуть родителей к тому, чтобы отдать ребенка в шахматную школу. Да, и родителям я бы посоветовал, если вы имеете, если у вас маленькие дети и хотите, чтобы они занимались шахматами, день рождения подарите шахматный комплект. У нас в детстве мы много комплектов теряли. Но мать все равно настояла, когда отец уезжал в город, заказывала новые шахматы. И у нас появлялся новый интерес. И каждый раз, когда появлялся новые шахматы, новый комплект, такой деревянный, свежий, очень хорошим запахом, у нас вновь появлялся интерес, и мы уже тоже начинали играть. Это поддерживает интерес. А потом, когда у ребенка проявляется какой-то интерес и его способности, то надо отдать на занятия. А там уже... Ну и шахматы накопятся, можно потом будет целый турнир провести где-нибудь во дворе. Владимир, вы сказали, что важно, чтобы у нас были свои гроссмейстеры, да, чтобы были тренеры для республики. Какие еще цели вы ставите перед собой как президент Федерации шахматного спорта в будущем? И, может быть, какие-то уже есть наметки, как еще улучшить вот эти соревнования? На самом деле, вот я хотел сказать действительно о том, что у нас есть серьезные задачи, которые мы сейчас уже решаем, да, это подготовка шахматистов высокой квалификации. Не буду говорить пока о гроссмейстерах, но мы, наверное, замахнемся и вот на это, да. Сейчас у нас группа молодых шахматистов, юношеская сборная, можно сказать, да, тренируется под руководством Антона Шамоева, как я говорил, да. Проходят онлайн занятия, проходят у нас гроссмейстерские сессии, и, соответственно, сейчас наши ребята уже показывают первые успехи, иногда выигрывают даже у гроссмейстеров, хотя они еще кандидаты в мастера спорта. Поэтому вот этот турнир как раз-таки во многом для них, для того, чтобы они прошли вот как раз эту гроссмейстерскую школу через этот кубок главы. То есть, играя с гроссмейстерами, они будут повышать свое мастерство. Вот. А что касается улучшения вот нашего кубка, да, мы, во-первых, хотим его сделать регулярным. Во-вторых, может быть, мы сможем все же добиться, чтобы это время проведения было тоже интересным,
Да? Летнее время у нас тоже неплохое, да? Вот, и поэтому вот над этим тоже будем работать. Ну, а также у нас есть вот сейчас в рамках такой популяризации шахмат, да, и вообще использования шахмат как инструмент интеллектуального развития, мы смогли добиться, чтобы в перечень шахматных олимпиад школьных в перечень предметных школьных олимпиад вошли шахматы. Вошли при этом не как игра, а как решение шахматных композиций. Такой вид специализация вида спорта шахматы такая тоже есть. Да? Дисциплина называется шахматная композиция. И вот у нас уже сейчас прошли школьные, муниципальные этапы. 14 февраля у нас будет республиканский этап, где уже где-то порядка 40-50 ребят, порядка из 20 разных наших муниципальных районов и городских округов примут участие. Это 5-6 классы. Поэтому вот мы надеемся на то, что через разные такие вот каналы мы сможем и популяризировать шахматы, и развивать наших детей через шахматы. Спасибо. У нас остается не так много времени до конца эфира. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к гостям, к участникам этого турнира, к любителям этого вида спорта? Пожалуйста. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить тех, кто причастен к организации, к поддержке этого турнира. Это, прежде всего, наши спонсоры: компания «Алроса», компания «Селигдар», компания РНГ и компания «Железные дороги Якутии». Может быть, кто-то из других компаний, тоже услышав, может быть, даже этот эфир, присоединиться, может быть, выставить какой-то специальный приз. Да, это было бы очень здорово. Вот. Ну и хотел бы пожелать всем участникам интересных, ярких игр, творческих таких достижений, удовольствия вот, получить вот на этом празднике интеллекта, празднике творчества. Праздник интеллекта, точно. Дмитрий, может быть, у вас есть несколько слов? Так, я так скажу. Мы в советское время, поколение, да, знали всех гроссмейстеров поименно, но никогда их не видели. Повидать живого гроссмейстера и тем более играть, это было пределом мечтаний. А сейчас приходят действующие гроссмейстеры, с ним вот молодежь будет играть. Это же очень прекрасно. Это очень большой стимул для роста юных шахматистов. И дай бог, чтобы это продолжилось и дальше. Спасибо вам большое за сегодняшний такой экскурс в мир шахмат. Я человек, который совсем не знает этот вид спорта. Помню, в детстве что-то пыталась шашками играть. Мне казалось, это очень легко. А шахматы для меня это какой-то очень такой неизведанный мир. Действительно, для каких-то очень умных людей. Я так это воспринимаю. Пусть пройдет ваше мероприятие удачно, успешно. Пусть будет много положительных эмоций. Пусть будет много побед. И, Дмитрий, вам желаю победы. Вам успехов в организации, Владимир. Спасибо. Слушателям хочу сказать большое спасибо за ваше внимание, что были с нами на волне и на телевизионном канале, и пожелать всем хорошего вечера.